Несколько сменившихся подрядчиков и неоднократно сдвигавшиеся сроки сдачи. Похоже, до звания долгостроя филармония все же не дотянет. На завершение реконструкции здания из бюджета республики выделено дополнительно 150 миллионов. Средства необходимы для устранения недочетов прежних подрядчиков и для полного окончания работ. Получится ли это у новых исполнителей, лично проконтролировал глава Чувашии Олег Николаев, а вместе с ним и наша съемочная группа. Без родной сцены и гримерок артисты филармонии кочуют по другим учреждениям уже более 4 лет. При этом изначальный проект был готов еще 13 лет назад, а стройка, откладывавшаяся по разным причинам, запущена лишь в 2017-м. С тех пор на объекте неоднократно менялись подрядчики. Были проблемы и из-за некачественной проектно-сметной документации. Здесь были нарушены изначально очень много, казалось бы, банальных строительных норм и правил. Мы не имели права далее затягивать этот процесс, и поэтому несколько месяцев назад были приняты очень жесткие, но реализуемые в жизнь решения. Был составлен график производства работ, и были синхронизированы различные виды работ для того, чтобы объект был в 3-м квартале текущего года введен в эксплуатацию. Недавно специалисты оценили техническое состояние фундамента, несущих стен, лестниц, перегородок, также кровли и фасада, и вынесли заключение, что здание находится в ограниченно работоспособном состоянии. То есть многим элементам требуется значительная доработка, а кое-где и переделка. На все это республика выделила 150 миллионов рублей. Объем работ еще достаточно большой, а сроки ограниченные. Сейчас заключены договора с субподрядом с другими организациями. Дополнительно сейчас работает порядка 10 организаций. Всего 115 человек работает на объекте. На всех 5 этажах работаем. Одновременно работы ведутся и на кровле, и на территории, и внутри здания. Планируем уложиться в срок. Сроки обозначены – это 2 ближайших месяца. К этому моменту изменения филармонии ожидаются значительные. Сцена увеличится на 6 метров. За счет этого зрительному залу придется немного подужаться на 15-20 мест. Зато на балконе поставят вместо одного ряда кресел 4. Появится также малый зал на 233 места для более камерных концертов. А еще своя студия звукозаписи, чтобы записывать хоровые и симфонические произведения в хорошем качестве. Для удобства посетителей творческих групп здание уже обзавелось 2 лифтами – пассажирским и грузовым. Глава Чувашии поставил задачу – в этот раз никаких поблажек. Задержки прощаться больше не будут. Впрочем, с учетом продленного рабочего дня и работы в выходные, перспективы долгожданного окончания реконструкции филармонии кажутся не такими туманными, как раньше. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.